В вещевом мешке солдата можно найти зимнюю куртку, футболку, кружку и также полотенце с мылом. Сегодня очередная группа новобранцев прибыла в Акажевский военный комиссариат для прохождения медкомиссии. Повязку в течение 2-3 часов не снимайте, двойную физическую нагрузку тоже не делайте. Спасти чью-то жизнь легко, сдать кровь уже большое дело. Сегодня Национальный день донора. Информацию о допущенных нарушениях и подробный акт осмотра мы направим обязательно в данное управление, чтобы они приняли меры реагирования. Когда задышат воды реки Сунжа, кто сливает в нее всякую дрянь и на кого при этом пеняет? Экологические проблемы в нашем выпуске. Отпуск может оказаться под угрозой. Не видать за границей, коли долги не оплатили. Проблема решаема, были бы деньги. Надеюсь, что завтра мы будем радовать наших болельщиков. Футбольный клуб «Ангушт» готовится к игре. Схватка с Анжи-2 состоится уже завтра в 16:00. Это новости 24. Добрый вечер. Юнусбек Евкуров принял участие в 4-м Ялтинском международном экономическом форуме. В поездке главы Ингушетии сопровождали вице-премьер правительства Игорь Храновский и министр экономического развития региона Умалат Таршхоев. Главная тема мероприятия в этом году стала «Будущее мира, будущее России». Юнусбек Евкуров посетил выставку «Крым. Территория успеха», которая открыла деловую программу мероприятия. Осмотрел представленные проекты по созданию индустриальных и агропромышленных парков в Крыму и по развитию придорожной инфраструктуры трассы Таврида. Для Ингушетии Ялтинский форум – это отличная возможность обменяться опытом, перенять ряд инноваций и успешных практик по развитию бизнеса, привлечению инвестиций. Тем более мы с Республикой Крым, цитата, «сотрудничаем уже не первый год». Так, на форуме в Сочи в феврале этого года был подписан ряд соглашений о торгово-экономическом, научно-техническом, социальном и культурном сотрудничестве на 2018-2020 годы. Москва, Санкт-Петербург, Тамбов, Мурманск. География прохождения срочной службы обширна. Кто-то из новобранцев нацелен на десантные войска, другие не думают ни о чем, кроме военно-воздушных сил. В любом случае, одного желания недостаточно. Здесь не должно подкачать здоровье. Сегодня очередная группа новобранцев прибыла в Акажевский военный комиссариат для прохождения медкомиссии. Репортаж Микаилы Тангиева. Совсем скоро для этих молодых ребят начнется настоящая школа жизни, ведь им предстоит пройти срочную службу в армии. Первым делом они проходят медицинский осмотр. Ахмед Баракиев в числе тех, кого отправляют в Курск. Он будет служить в войсках военно-воздушных сил. Он давно мечтал стать военнослужащим и считает, что каждый молодой человек, кому позволяет здоровье, должен пройти этот этап в жизни. Все чаще ребята из Ингушетии отдают предпочтение десантным войскам. Вот и Исмаил Балкоев еще в школьные годы твердо решил для себя, что обязательно пройдет службу в армии. Сегодня из краевого сборочного пункта Акажевского военкомата в армию отправляется 18 человек. Всего за время весеннего призыва ряды вооруженных сил страны пополнит около 200 молодых людей из Ингушетии. Призыв на военную службу проходит 2 раза в год, а постановка на военный учет в несколько этапов. С районов привозят призывников на сборный пункт. После этого тут проходят они военно-врачебную комиссию поэтапно. После этого у нас дактилоскопия и уже в вещевую службу одеваем, обуваем. После получения повестки и успешного прохождения медкомиссии у призывника возникает следующий вопрос: а что брать с собой в армию? С собой в дорогу призывники берут, как правило, все самое необходимое. В вещевом мешке солдата можно найти зимнюю куртку, футболку, кружку и также полотенце с мылом. Офицеры, или как их еще называют покупатели, специально прибыли в Ингушетию, чтобы забрать призывников в разные места дислокации воинских частей по всей стране. Первая гвардейская танковая армия
включает в себя Таманскую дивизию, Кантемировскую дивизию. И военнослужащие с Республики Ингушетия, которые забирают, будут проходить военную службу в этих знаменитых воинских частях. Приехали из города воинской славы Курск. Забираем 5 человек здесь, ваших земляков, чтобы они продолжали службу в наших достойных войсках. Который раз вы приезжаете? Сюда первый раз. Да, сюда первый раз. Какие у вас ожидания, что вы думаете? Ожидания? Ожидания, как всегда, самые лучшие. Надеюсь, что люди, которые здесь достойно воспитаны, все-таки будут поддерживать этот достойный уровень своего народа. Ребятам предстоит отправиться в Москву, Санкт-Петербург, Тамбов, Мурманск и другие города. По истечению срока службы у всех желающих будет возможность остаться по контракту на срок от 3 до 10 лет. Микаил Тангиев, Берт Кадзоев, Магомед Урусханов. Новости 24. Бессмертный полк в этом году условно войдет практически в каждый дом, откликнется в каждом сердце. Это мы с вами, обычные современные люди, желающие почтить память отцов, дедов, прадедов. Родственники ветеранов войны выберут самую удачную фотографию своего героя 40-х и пронесут ее 9 мая, в День Великой Победы. Ната Евлоева расскажет об одном из участников символического шествия. Соня Татива вспоминает о своем дяде, участнике Великой Отечественной войны Беслане Чехкиеве. Историю его жизни в этом доме знает каждый. Ее передают из поколения в поколение. Родился Беслан в 1922 году и всю жизнь отличался добротой, храбростью и мужеством, вспоминает Соня. Эти качества и стали определяющими в его жизни. Когда родина была в опасности, в 1941 году Беслан совсем еще молодой парень одним из первых ушел на фронт. Как рассказывает сегодня его племянница, все годы она была еще совсем маленькой, но четко помнит, как родные и близкие ждали вестей от Беслана. Соня вспоминает один из рассказов своего дяди, когда его вместе со своими соратниками в Воронежской области окружили немцы. Тогда они забрались прямо вглубь леса. Стал вопрос, кто пойдет на разведку. Беслан согласился. К нему присоединились еще несколько бойцов. Надо быть довольно храбрым человеком, чтобы решиться пойти первым и поднять дух других солдат, говорит Соня. После нескольких дней слежки за врагами отряду Беслана удалось взять в плен немецкого разведчика. Узнав у него о вражеском укреплении, советские солдаты ринулись в бой. Было много потерь, но победа в этой схватке была на стороне наших бойцов. Позже Беслан Чехкиев стал свидетелем легендарной встречи на Эльбе, а самый ожесточенный отпор от немцев, как он вспоминал, советские солдаты получили уже в самом Берлине. Город был повержен за рекордные 10 дней. Но даже после всех этих тягот и лишений Беслан Чехкиев не смог приехать на родину. Ему предстоял долгий путь в Казахстан. С родными Беслан встретился лишь в 1948 году. Соня говорит, что это был один из самых счастливых дней ее жизни. Вот я так помню, маленькая была, помню, как он приехал. Село же не очень большое было. И там и немцы жили, и русские, и наши ингуши жили. Очень много. И вот они очень красиво одеты были. Очень. Раньше такие формы были. Я помню, тетка моя, она маленькая была ростом. И идет она по снегу, плачет и проваливается прямо в снег. Я в окно смотрю, думаю, хоть бы мне сейчас пойти. Но поскольку там девочка была маленькая, я не могла выйти. Потом уже встретили его. Отличался Беслан не только на фронте, но и в мирной жизни. Так как своих детей у него не было, он посвятил себя воспитанию своих племянниц. Мы были с дядей. Он нас как воспитал, как и все. Ухаживал за нами и все. Ну и потом уже приехали. Здесь он купил дом по улице Комсомольской. И там он жил. Но уже лет 12, как его нет.
Память о Беслане Чехкиеве, человеке, прожившем героическую жизнь, остались лишь фотографии. На них он изображен уже в преклонном возрасте. Позади множество битв, схваток и сражений, которые он преодолел с честью и достоинством. О жизни этого доблестного солдата 40-х сегодня потомкам рассказывают немые свидетели его подвигов. В мемориальном комплексе представлены личные вещи Беслана Чехкиева. Это удостоверения, грамоты, ну и, конечно же, сами благодарственные письма. А также тут хранится китель самого ветерана. Он буквально блестит от такого количества наград. Славные сыны нашего народа проявили мужество и героизм в годы Великой Отечественной войны. Имена многих так и остались во времени, но память жива, пока живы потомки. Как многие в республике, портрет своего деда Беслана Чехкиева пронесут его родные в бессмертном полку. Он вновь станет в строй со своими однополчанами 9 мая. Ната Евлоева, Рахман Цуров, Новости 24. Родственники ветеранов Великой Отечественной войны, желающие рассказать о героях 40-х, журналистам НТРК «Ингушетия» могут обратиться по телефонам, которые сейчас вы видите на своих экранах. Прием заявок на хадж 2018 для России заканчивается строго 10 июня. После этой даты набор паломников производиться не будет. Это требование Саудовской Аравии к российской стороне, которое было озвучено на совещании в посольстве Саудовской Аравии в Москве с участием компаний-операторов и председателя комитета по хаджу Ингушетии. Еще одно требование, которое выдвигает саудовская сторона – введение с этого года электронных виз для паломников. Это необходимо для сокращения времени прохождения таможенной проверки, которая связана с временными ограничениями нахождения воздушных судов в аэропортах Саудовской Аравии. На сегодняшний день, как отметили в комитете по хаджу, заявки на осуществление паломничества подали около 300 жителей Ингушетии при выделенной на республику квоте в размере 1400 паломников. Для совершения хаджа будут организованы прямые чартерные рейсы из аэропорта Магас в аэропорт Медины. Такая договоренность уже достигнута с авиакомпанией «Ютейр». По оценкам Министерства хаджа Королевства Саудовская Аравия, по итогам хадж-компаний последних нескольких лет, хадж-миссия России признавалась одной из лучших. Сегодня Национальный день донора. Это понятие появилось 200 лет назад. В Санкт-Петербурге был осуществлен первый забор крови. Дата учреждена специально для того, чтобы поблагодарить людей, готовых поделиться своей частичкой с целью спасения чужой жизни. О том, кто может считать себя дарителем, как записаться в волонтеры, расскажет наш корреспондент Индира Манкиева. Как вы себя чувствуете? Слабости нет? Нет, абсолютно нормально себя чувствуем, все нормально. Повязку в течение 2-3 часов не снимайте, двойную физическую нагрузку тоже не делайте. Сегодня в станции переливания крови ведется активная работа с самого утра. По случаю Национального дня донора для всех почетных обладателей республики этого звания накрыли стол, приготовили подарки. Многие из которых, воспользовавшись случаем, решили в очередной раз поделиться частичкой себя. Вот и Ахмед Евлоев, донор с 20-летним стажем, не остался в стороне. Муж башнаха, он хочет нагда дусан, ещё дольше. Троуз больницы нагда адапцияны, эти вещи талга атендировалось. Ах, дальше постоянно нехватки миус кровь, больной на дух будет избавиться, что сюда. Тогда надо когда троуз эти даты. Здесь к этому дню готовились тщательно, создали все условия для удобства и безопасности сбора крови. Врачи фиксируют каждого донора, чтобы занести информацию в базу данных. Как признаются сами медики, острой нехватки в какой-либо группе крови нет, но необходимо постоянно пополнять ее запасы, так как, например, детям нельзя переливать кровь, которая хранилась более 3 дней, а донорами для них могут быть только те, кто сдавал кровь не менее 6 раз. Особенно мы уважаем и ценим своих доноров, когда в любое время суток они могут к нам прийти и сдать нам тромбоциты. Это компоненты крови, которые бывают необходимы ожоговым больным, а также детям, у которых различные заболевания системы крови. Кровь невозможно создать по-другому, только человек его может сдать. Поэтому призываю всех людей сдавать кровь. Это огромная помощь для людей. У нас очень много нуждающихся, так что можно прийти, от этого вы ничего не потеряете. После сбора первым делом кровь проверяют на наличие вирусов, инфекции, а также определяют резус-фактор и группу. Дальше пакеты с кровью отправляются в морозильники и отдел фракционирования. После сдачи крови донора, после операционной, заносим в переработку кровь и отделяем компоненты крови. Отделяем плазму от крови, на компоненты. Вот жидкая часть крови, плазма. Она хранится 3 года. Эритроциты храним в холодильнике, а плазму в морозильнике.
Помимо анализа крови, донор должен пройти медицинский осмотр, во время которого врач ему измеряет давление, температуру, пульс. Далее даритель должен заполнить анкету донора, где отвечает на вопросы о состоянии здоровья и перенесенных заболеваниях. Оборот крови в этом стационаре идет каждый день. Доноры сдают, врачи распределяют. Отмечается, что по сравнению с предыдущими годами количество волонтеров в регионе увеличивается. Сейчас их насчитывается около 3000. Плюс ежегодно добавляется 100-200 человек. Акция проходит очень организованно, масштабно даже, я бы сказала. Людей у нас с утра было очень много. И пытались поощрить своих доноров сувенирными подарками, как-то поощряли, но пытались как-то такой веселой, дружной обстановке провести день. Также поощрить доноров сегодня решил один из городских кинотеатров, подарив 60 билетов людям с активной гражданской позицией. Ну а после сдачи крови донорам абсолютно заслуженно полагается чай со сладостями. Индира Манкиева, Кэди Бекбузарова, Рахмат Цуров. Новости 24. Ингушетия стала единственным регионом СКФО, представленным на 9-м форуме регионов России. В этом году мероприятие собрало более 500 делегатов со всей страны. От Ингушетии выступила с докладом глава регионального Минздрава Марима Рабханова. Она озвучила итоги работы ведомства и обозначила основные особенности региональной программы развития здравоохранения. Среди них уникальная практика проведения профилактических осмотров людей в возрасте от 80 до 100 лет, а также работа мобильных медицинских комплексов в высокогорных районах. В Ингушетии отмечен один из самых низких показателей общей смертности по России, подчеркнула Марима Рабханова. В рамках форума министр также рассказала о том, как в регионе осуществляется осмотр детского населения, о построенных на территории региона объектах, а также об оказании высокотехнологичной медицинской помощи, темпы которой ежегодно наращиваются. Самым основным показателем для нас, для Республики Ингушетия по младенческой смертности, хотела бы сказать, является показатель 7,3 на 2017 год, а на начало 2018 года этот показатель уже снизился до 6,2. Почему он для нас является показательным? Потому что буквально несколько лет назад, вы здесь видите на диаграмме, показатель был 15. Конечно же, достичь этих результатов мы смогли. Это комплекс мероприятий, это открытие перинатального центра, определение маршрутизации. Несомненно, это участие Министерства здравоохранения Российской Федерации, которое в буквальном смысле в ручном режиме курировало всю эту работу вместе с нами, потому что был высокий показатель младенческой смертности. И на сегодняшний день он уже 6,2, и я думаю, что буквально в течение этого года этот показатель станет еще ниже, и мы в концу года можем уже давать уже другие новые цифры. Материнская смертность. Отсутствие последние 2 года материнской смертности тоже является определенным показателем, который нам дает та работа, которая ведется в комплексе, еще раз хочу сказать, маршрутизация, начиная от момента планирования семьи, ведения беременной женщины, сопровождения ее до родов и, конечно же, после родов. В продолжении темы здравоохранения. Сегодня в Республиканской клинической больнице обсуждали проведение вакцинации населения. В России утвержден список болезней, прививки от которых в обязательном порядке нужно делать всем детям до года. Но есть противники активной иммунизации, которые уверены, что организм способен сам противостоять опасным вирусам. Все за и против в репортаже Мадины Пугоевой. Тенденция или осознанный выбор отказа от прививок набирает популярности у нас в республике. Как донести до населения суть вакцины профилактики и возможных последствий ее отсутствия и каков процент так называемых отказников? Об этом в своих докладах рассказывают участники медицинской конференции. Согласно требованиям ВОЗ, показатель охвата вакцинации в рамках национального календаря профилактических прививок должен быть не ниже 95%. У нас в республике он 60-70%. Количество непривитых по возрасту составило 14,3% от всех заболевших детей. Количество детей с медицинскими отодвами 15,7%. Остальные дети не прививались по неустановленным причинам. Говоря по иммунизации, жители республики, Зураб Маршан отметил, что работа медперсонала с населением недостаточно эффективна. Врачи некорректно подходят к разъяснительным работам с пациентами, не до конца объясняя им важность и необходимость вакцинации. Вам положено, вам пора, ну и так далее. Синонимы посмотрите в интернете. То есть от этого надо начинать. Они не такие плохие, не такие страшные, эти мамы, как мы про них думаем.
Они просто не знают. Это не их вина, это наша недоработка. Вакцины, вводимые в организм человека, заставляют иммунитет вырабатывать антитела, которые в последующем смогут противостоять инфекции. Важно понимать, что справиться с недугом без каких-либо осложнений привитым будет намного проще, нежели отказникам. Прививка гриппа защищает. Или же от кори прививки очулти хала скорь халищит субира, но осложнение шхугятин. Сути хахлуж дозулум худат худат сбира. В России утвержден список болезней, прививки от которых в обязательном порядке нужно делать всем детям до года. Это гепатит Б, корь, краснуха, столбняк, коклюш и другие опасные заболевания. Ингушские врачи бьют тревогу, как уберечь несознательных пациентов от негативных последствий. Ведь в каждом 20-м случае дифтерия, к примеру, ведет к смерти, а пневмония при коре развивается у каждого 16-го заболевшего. В одном случае из 1000 это заболевание вызывает энцефалит. И если папа категорически подтверждает неоднократно отказ, жесткой форме отказа от прививок, сколько у меня должно быть его оформленных отказов в карте? Это раз. И вот к таким семьям, к таким папам можно организовать что-то больше, чем иммунологическая комиссия. Мой замглавврача здесь, мы активно это все проводили. Пока отказник рискует подхватить опасную инфекцию и вдобавок к ней еще и ряд осложнений. Но, возможно, очень скоро нежелание проходить обязательную вакцинацию вполне сможет обернуться для него и рядом административных мер. Об этом заявил Владимир Путин во время встречи с работниками здравоохранения в Санкт-Петербурге. Нужно взаимодействие между специалистами и общественными организациями. И я вам очень за это благодарен. Вот это подлежит, конечно, обсуждению. Возможно и принятие каких-то административных решений. Но нужно только делать это аккуратненько, без, как я сказал, там, административных окриков и командования. Противники прививок вводят в заблуждение малоосведомленных пациентов, уверенный помощник-советник главы республики Зураб Маршан. Те, кто проводит антивакцинную политику, преследуют далеко не благородные цели. Сегодня по-другому стоит вопрос. А почему? Потому что действительно опасно. Опасно иметь много инвалидов. Не выдержим ни экономически, ни, извините, оружие некому будет держать, если понадобится. Вот к чему нас ведут вот эти антивакцинальные кампании. С другой стороны посмотрим на это. Сотрудники Роспотребнадзора, в свою очередь, посоветовали врачам требовать от пациентов оформить отказ от прививок в письменной форме в случае, если они не хотят проходить вакцинацию. Участники конференции также предложили проводить разъяснительную беседу с родителями в мечетях. Возможно, тогда удастся донести до отказников важность иммунизации населения. Мадина Пугоева, Хаваш Гойгов, Новости 24. Мусорные отходы и проблемы с канализацией – две причины, загрязняющие экологию, заодно и быт некоторых жителей города Сунжи. Там целый ряд нарушений выявили сотрудники комитета экологии. Река Сунжи по-прежнему утопает в грязи, а многоквартирные дома в некоторых районах пропитаны запахом нечистот и ветхости. Кто этому способствует, а главное, кому необходимо навести порядок, пыталась узнать Ната Ивлоева. Отходы бытовые, пищевые, строительные, а еще хуже настоящий водопад из нечистот. Все это многообразие антисанитарии можно наблюдать на улице Рабочая. Сточные воды со всего набережного района города вытекают прямо в Сунжу. А ведь еще недавно здесь жители не только любовались видом, но и окунались в саму воду. Ну а прямо под мостом экологи обнаружили еще один очаг зловония – канализационную трубу. Выяснилось, что ведет она к частному дому, который располагается рядом. Авторов этого безобразия не оказалось дома. Свое халатное отношение местные жители показывают не только к природе, но и к религии, раз даже это напоминание их не останавливает. Подобные нарушения здесь можно найти чуть ли не через каждый метр. В обычное время это жуткий запах, разносящийся на всю окрестность. А при сильном дожде, когда река выходит из берегов, она несет за собой всю эту грязь. И, видимо, местных жителей эти обстоятельства вполне устраивают, раз они сами их создают. Но вот экологи к такое отношение к водоохранной зоне терпеть не намерены. К сожалению, по реке Сунжа Комитет Республики Ингушетия по экологии и природным ресурсам привлекать к административной ответственности лиц, допустивших нарушения, не может, поскольку по закону эта река подведомственна управлению Росприроднадзора по Республике Ингушетия, но информацию о допущенных нарушениях и подробный акт осмотра мы направим обязательно в данное управление, чтобы они приняли меры реагирования. Кроме того, мы эту информацию направим в прокуратуру, чтобы они тоже уже в соответствии со своими полномочиями приняли дополнительные меры.
И вот та же река, но вот только уже в другом районе города. Картина, предстоящая перед участниками рейда, не особо отличается от предыдущих. Только здесь еще к проблеме с канализационными стоками добавился и бытовой мусор. Почему местные власти не видят этих нарушений? А если и знают о них, то почему допускают? Все это под большим знаком вопроса. Следующий пункт проверки – детский сад «Волшебная страна». Еще недавно дела здесь обстояли совсем не волшебно, а и все это из-за переполнения септика, автономной канализации. Ее содержимое вытекало прямо на территорию дошкольного учреждения. Сейчас проблема решена частично, но все еще возникают некоторые трудности. Вот самое главное, чтобы аналогичная проблема с переполненной канализацией возникла у жителей этого многоэтажного дома. Только вот они не стали ждать у моря погоды и устраняют ее сами за свой счет, что довольно накладно. Машина ЖКХовская, работники ЖКХ. Что вы говорите, что вы наляли, да? Что вы хаете? А что вы сейчас В итоге стороны нашли компромисс. О чем вы говорите? Я и так же и на вокзальной сделал. А вот на улице Демченко ситуация похуже. Жилой многоквартирный дом буквально стоит на болоте источных вод. Водяная подушка держит. Поэтому мы боимся. Это не водяная, это канализационная подушка. Ну, это хидец. Потому что загрязнение мы видим, да? Это все испаряется, это антисанитария. Плюс ко всему, это дом в аварийном состоянии. На стенах трещины, потолок сыпется, да еще и в подвал стекают канализационные воды. Отсюда и невыносимый запах. По словам замглавы администрации города, для жителей строится новое жилье. Через месяц-два они уже смогут переехать. Но свежо предание, говорят местные жители. Эти обещания они слышат давно. Обещали дать квартиру. Весь дом стоит на воде. Если начнут выкачивать канализацию, все, что оно как книжка разрушится вся. Быстрее бы переселили, потому что невозможно жить. Чуть ветерок или что заденет, уже все. Тут уже все развалится. Этот жилищный вопрос – дело времени. По крайней мере, именно так утверждают местные власти. А вот с проблемой загрязнения окружающей среды экологи намерены бороться немедля. Итог рейда задокументирован. Но как бы там ни было, травить природу и своих соседей или нет – это вопрос совести каждого человека и юрисдикции прокуратуры. Ната Евлоева, Рахман Цуров. Новости 24. Ингушетия примет участие во Всероссийском экологическом субботнике «Зеленая весна» с 21 апреля по 21 мая. Он охватит практически всю страну и будет включать уборку территории от мусора, ликвидацию несанкционированных свалок, посадку цветов и деревьев, сбор макулатуры и другие мероприятия. Акцию планируется провести с привлечением широких слоев населения, в том числе представителей республиканских органов власти, администраций городов, районов и сельских поселений, образовательных учреждений и просто неравнодушных жителей республики. Кроме того, по итогам Всероссийского экологического субботника Комитет Ингушетии по экологии и природным ресурсам проведет конкурс «Самый активный участник субботника» с присуждением призовых мест. Учащиеся столичного лицея отличились сразу на 2 всероссийских конкурсах. В Москве школьники представили свои проектные работы на конференции «Россия. Мое Отечество». Исследовательские труды юных дарований оказались в числе лучших. Призовое место привез лицеист Магомед Сайнаруев из Санкт-Петербурга. Он выразил свою гражданскую позицию на конкурсе «Если бы я был президентом». Подробно об этих победах расскажет Дана Плиева. Ты почему красную шапочку съел? Волк молчит. Именно артистизм, смекалка, творческие лидерские способности Магомеда Сайнаруева помогли ему выделиться во всероссийском конкурсе «Если бы я был президентом». Ученик стал призером интеллектуального соревнования, которое прошло накануне в Санкт-Петербурге. Первоклассник представил свой видеоролик, в котором рассказал о своей семье, о том, какие планы он строит и каким видит будущее нашей страны и республики. Я хотел себя показать, где я живу, где я учусь. А на вопрос, что бы он сделал, став президентом, отвечает скромно и по-мужски. В России много же мам. Я бы придумал таких бы роботов, чтобы помогали мамам с уборкой. И у них было больше времени на своих любимых дел.
В библиотеке школьники вовсю делятся впечатлениями от участия во Всероссийской открытой конференции проектных работ на тему «Россия – мое отечество». Мероприятие проходило в Москве. Конференция состоялась в гимназии Копцовых, которая находится в центральном округе Москвы, ну, скажем так, в самом сердце Москвы. Там было представлено на конференции более 200 проектов. Вот. И у нас участников было 5. Мы повезли 5 участников, и наши дети 4 из них стали победителями и 1 призер. Самым юным участником конференции стал Абдулла Арчаков. Несмотря на возраст, он сумел занять призовое место в номинации «Россия многонациональная. Традиции, культура и быт моего народа», подробно описав свадебные обряды ингушей. Кроме изучения теоретического материала, Абдулла все это увидел и на практике, побывав на нескольких свадьбах. Самым интересным моментом считается, когда невесту вводят в дом жениха. Когда она войдет в дом, перед ней ложит ковер и веник. Она должна подровнять ковер и положить его, и также веник. Потом и как только она встает, она на нее сыпет мелкие монеты и конфеты. А вот обычаи, традиции и историю становления Ингушетии в своей работе представила Амина Леймоева. Особое внимание она уделила роли женщины-горянки в ингушском обществе. Она воспитывает детей, а также она укрепляет нравственные устои семьи. Женщину почитают с давних времен. Даже в адатах упоминается то, что мужчина почитает женщину, а женщина – мужчину. Еще одной участницей конференции стала 8-классница Амина Мальсагова. Школьница, ставшая победительницей в номинации «Отечество. Достойный сын», подробно описала жизнь известного ингушского писателя Багаудина Зязикова. В своем проекте я вкратце рассказала о его биографии, о его творческой деятельности. То есть я рассказала о его произведениях и стихах. В чем сходство различий китайской стены и ингушских башен? Одна из актуальнейших тем, над феноменом которым бьются не первый год множество ингушских историков. В научный спор решил включиться и 8-классник Магомед Авин Хантыгов, который и представил эту работу на конференции. По словам Магомеда, его исследование привело к неожиданному повороту. Сходство в том, что верхушки башен и верхушки Великой Китайской стены очень напоминают наши башенные комплексы, военные башенные комплексы. И в случае опасности эти два комплекса служили для сигнальным огнем. Вглубь истории погрузился 8-классник Наиб Ендерханов. В своей работе школьник рассказал о защитниках Брестской крепости. В частности, он уделил внимание 2 воинам – Хальду Цучоеву и Мудгирею Барханоеву. В сборе материала Наибу помогли сотрудники Краеведческого музея. Я выбрал эту работу, потому что там говорится о наших защитниках, о наших героях, ингушах, которые отдали свою жизнь за Родину, которые пожертвовали своей жизнью ради детей и женщин, ради будущего и ради настоящего. Как отметили и дети, и педагоги, победа на этом конкурсе для ребят принесла много эмоций и впечатлений, и они не прочь еще раз поучаствовать в таких конференциях в будущем. Дана Плеева, Хаваш Гойгов, Новости 24. 2,5 миллионам россиян закрыли выезд за рубеж на майские праздники. И всему виной непогашенные кредиты и невыплаченные алименты. В зоне риска находится более 6 с лишним миллионов человек, заемщиков банков и микрофинансовых организаций. В отношении 1,5 миллиона россиян введено временное ограничение на выезд из страны. На половине висит долг более 30 тысяч рублей банкам или микрофинансовым организациям. Вторая половина имеет долги по оплате ЖКХ, штрафов, налогов и алиментов. Эксперты считают, что запрет на выезд – очень действенная мера для должников. Как только люди теряют возможность уехать за границу на отдых, о котором они столько мечтали, то часть сразу же погашает долги, а часть делает это непосредственно перед поездкой. Молодых и перспективных файтеров готовят бойцовские клубы региона. Здесь проводят напряженные тренировки, отрабатывают технику амбициозные борцы, цель которых приблизиться, а желательно и покорить мир ММА. Сюда приходят из бокса, карате, смешанное единоборство – конечный пункт. 3 месяца назад открылся бойцовский клуб «Гром» и уже подарил региону ряд новоиспеченных, успешных ребят. Тамерлан Хамхоев расскажет.
Время 7 часов вечера, и в бойцовском клубе «Гром» начинается тренировка. Если раньше спортсменам из сельского поселения Нестеровское, чтобы отточить свои навыки, приходилось выезжать в другие населенные пункты, то теперь эта проблема в прошлом. Заявить о себе в мире ММА эти бойцы смогут уже в ближайшее время. Как отмечают наставники, ребята очень активны на тренировках. У каждого из них есть свой кумир. Для Исыга Доборшева это Хабиб Нурмагомедов. Юноша поставил перед собой цель добиться таких же результатов. Многие из этих спортсменов увлекались раньше боксом, борьбой и другими видами единоборств. Однако, как известно, квинтэссенцией всех боевых единоборств является ММА. Каждый хочет прославиться на весь мир в лучших промоушенах страны и всей планеты. Для того, чтобы помочь этим ребятам достичь высот в спорте, их тренируют именитые бойцы. 4-кратный чемпион мира по карате, боец ММА и учитель математики по совместительству Ингисхан Аздоев передает свои знания юным файтерам. Двойки в дневник на этих занятиях, естественно, не ставят, но у ребят и без оценок перспективы неплохие, считает Ингисхан. Мне казалось, что ребята будут новички абсолютные, но оказались где-то процентов 60 ребят уже имеют потенциал, там опыт где-то в боксе, кое-кто в борьбе и так далее. Но самое главное, у ребят есть желание огромное. Даже когда я показываю им там какие-то очередные там невиданные им приемы, они там загорают и желанием отрабатывают все, что им показано. За то время, что функционирует бойцовский клуб, а это почти 3 месяца, местные спортсмены успешно выступили на различных региональных соревнованиях. Но это только начало. Впереди еще много планов и работы, считают они. Время уделять латбезм получения кахекачин. Спорт, вы сами знаете, это больше как бы мотивирует детей тренироваться, не увлекаться там плохими вещами и так далее. Ну а цели мы ставим по воле Всевышнему перед собой, мы цели ставим добиться многого по воле Всевышнего, потому что у нас все для этого есть, все условия есть, зал есть, транспорт есть, финансы есть. В зале тренировки проходят с высокой интенсивностью. К примеру, сегодня спортсмены отрабатывают навыки борьбы в партере с добиванием. Во второй части тренировок упор делается на улучшение ударной техники. С грамотным подходом к делу тренерского штаба и самих юных бойцов в скором времени мы, возможно, услышим фамилии победителей из бойцовского клуба «Гром» на одном из многочисленных турниров по ММА, которые предстоит провести в нашей республике. Тамерлан Хамхоев, Исмаил Гатагажев, Новости 24. Завтра состоится очередной матч «Ангушта». Соперниками назрановской команды станут футболисты из Махачкалы. Команда «Анжи-2» располагается на предпоследнем месте в турнирной таблице с 16 набранными очками. На данный момент назрановская команда находится на 12 месте в турнирной таблице ПФЛ «Зона Юг». Игра начнется в 16:00 на стадионе имени Рашида Аушева в Назране. Сегодня такое предыгровое занятие в основном для стандартов и эмоциональный фон поддержать команде. Прежде всего, мы надеемся, что завтра мы выйдем, покажем. Потихоньку мы идем к той игре, которую мы планировали. И последняя игра на выезде показала, что мы на правильном пути. Во всяком случае, мы на это надеемся. Ну и надеемся, что завтра мы будем радовать наших болельщиков, обрадуем хорошей, качественной игрой и надеемся, что выиграть завтрашнюю игру. Следите за новостями на канале Ингушетия и до встречи в эфире.